Спасется тот, кто хранит молчание, придерживая вот этот язык. Пусть говорит благое или молчит. Благородные пророческие наставления о необходимости беречь язык и удерживать его от дурных и вредных слов. Истинный мусульманин – это тот, кто не причиняет вреда другим мусульманам своим языком и своими руками. Потому обладающий разумом оберегает свой язык от всего, кроме благого. Язык подобен душе. Если ты не займешь его правильным, он будет занят ложным. Занять его правильным значит поминать Аллаха и молить его. Читать Коран, повелевать одобряемое и запрещать порицаемое. Обучение полезному и призывать к Аллаху. Иначе язык будет занят поклепом, сплетнями, враньем, ложными обвинениями, распространением небылиц и разговорами об Аллахе без знаний. И за каждое из этих действий свое воздаяние. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: поистине раб Аллаха может сказать что-нибудь угодное Аллаху, чему он сам не придаст значения, но за что Аллах возвысит его на много степеней. И поистине раб Аллаха может сказать что-нибудь такое, что вызовет ярость Аллаха, чему он сам не придаст значения, но из-за чего его вергнут в ад. Все, что вылетает с языка, записывается, собирается и сохраняется, чтобы выявить в день воздаяния. За благие слова будет добро и награда, за недостойные же слова воздаяния будет наказание. Всевышний Аллах сказал: разумный мусульманин сильнее других будет остерегаться произнести греховное, ведь язык может стать причиной горьких сожалений в судный день. И как же велико сожаление того, кто увидит, как его благие дела переходят на чашу весов другого человека. Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: знаете ли вы, кто является неимущим? Они ответили: неимущим среди нас называют тех, у кого нет ни денег, ни имущества. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: поистине неимущим из числа членов моей общины окажется тот, кто в день воскресения принесет с собой молитвы, посты и закят, но при этом выяснится, что он оскорбил этого, оклеветал этого, присвоил имущество этого, пролил кровь этого и ударил этого. И тогда что-то из его благих дел будет отдано этому и что-то этому. А если запас его благих дел иссякнет, прежде чем он сумеет рассчитаться со всеми, тогда из грехов обиженных им станут брать что-то и возлагать на него, а потом его вергнут в ад.